Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола. Здравствуйте. Гульнара Амалджановна, вот у меня такой вопрос, исходя вот из вашего выступления. Да? Вот вы сейчас предлагаете поменять систему образования в иную форму. Я бы хотела понять, вот насколько вы осведомлены о потенциалах педагогического кадра в образовательной сфере. Извините, Аида, не расслышала. Какую форму? Вообще я хотела знать, насколько вы вот в курсе ли вы, насколько вот у нас педагоги вот, учителя, насколько они готовы переходить в эту иную форму, которую вы предлагаете? Ну, вы имеете в виду к академической свободе, да? Да? Да, к академической свободе. Я думаю, что готовы. Готовы. На самом деле мы разговариваем с очень многими учителями, директорами школ, и у нас очень много талантливых учителей. Очень много. И они, конечно, мы не можем сказать, что раз и все вдруг станут пользоваться там какими-то это. Поэтому мы не говорим, что там теперь Кыргызская академия образования вообще ничего не должна делать. Пусть они делают, да, также пишут предметные стандарты, но это не должно быть обязательным. Нужно, чтобы учителя могли использовать и те учебники, и те, как сказать, материалы, и методологию, и учебники, и само видение, как они могут обучать учеников, чтобы они могли самостоятельно. Потому что я знаю, что, вот вы знаете, кстати, у нас вот все время произносится слово, там, вернее, терминология используется, повышение квалификации учителей. Но вы знаете, что это совершенно устаревшее уже определение. Вообще сегодня в мире говорят профессиональное развитие учителей. И это целая система. Это и менторские программы, и повышение квалификации, это и обмен знаниями, обмен методологиями. Поэтому это совершенно другой подход, который уже тоже, кстати, и в России, и в Казахстане используется. Вот, и тогда я думаю, что когда учителя будут сами тогда обмениваться этими знаниями, вот, например, сегодня у нас полностью монополизировано повышение квалификации учителей. Сегодня все учителя, 82 тысячи учителей, должны проходить повышение квалификации в Республиканском институте повышения квалификации. Да? Да, на самом деле сегодня огромное количество ресурсов онлайн, офлайн. Есть частные организации, где можно проходить. Пусть проходят. Ну, на мой взгляд, очень даже подготовленные учителя могут проходить. Но, конечно, с этим нужно работать. Вот сейчас в Узбекистане, вы, может быть, слышали, да, в Узбекистане огромная программа, большая государственная программа по подготовке учителей. Приглашает специально из-за рубежа тренеров, которые обучают учителям. Мне кажется, мы могли бы тоже такое же сделать. Спасибо. Ага, вот вы говорите, что мы как бы уже практически готовы. Я бы хотела сказать, что у нас на сегодняшний день по всей республике более чем 2000 школ, да, и в основном это вот 80% это составляет сельская местность. Я вот как сейчас народный депутат езжу же по регионам и вижу действительно, в каких плачевных состояниях наши школы, что действительно не хватает учителей, да, что вот тот же самый учитель физкультуры преподает и химию, и бывает, что и физику, да. То есть это о чем говорит, что действительно у нас нету преподавателей. Это раз. Потом вот вы говорите, что да, вот мы готовы, и мы должны, вот как вы говорите, поднимать квалификацию, да, мы это должны проходить. Я все это из чего, как бы исходя из чего, да, эти вопросы задаю, мне интересно, откуда это все будет финансироваться. Просто придя в Джогорку Кенеш как депутат, мы принимаем очень много хороших законопроектов, действительно. Но вот когда наступает момент исполнения, все это стоит на месте. Задается вопрос, почему? Соответственно, нас им говорят, ну, нехватка бюджета, нету финансирования, за счет этого у нас все стоит. Вот поэтому я и спрашиваю, то есть как это все будет делаться, если у нас нету финансирования. То есть на сегодняшний день у нас, по-моему, бюджет не позволит сейчас вот как-то так вот резко переходить. Как раз-таки вот эта система ваучерного финансирования, она и дает эффективность. Понимаете, денег на образование никогда не хватит.
Вот в прошлом году это 25% государственного бюджета идет на образование. Но что толку? Мы никакого толку не видим. Да? Вот ваучерная система, опять-таки, вот буквально несколько дней назад нам вот Асылова Бибигуль из Казахстана, она рассказывала, как это работает система. Когда деньги приходят за учеником, директора школ, естественно, администрация, они пытаются привлечь как можно, они стараются лучше, как сказать, повысить уровень образования и привлечь лучших учителей. Учителя сами начинают учиться, но дело в том, что когда деньги приходят в школу, у школы должна быть финансовая и административная автономия. Они сами должны понимать, сколько ему нужно учителей, какие учителя, какие заработные платы платить. И появляется здесь экономия. И, кстати, в ваучерную систему туда входит и стоимость повышения квалификации учителей. Тогда уже директора сами и учителя сами распоряжаются этими деньгами. Айдайым, мен кошумчап кетейин. Бул мыйзам долбооруна кошумча акчанын кереги жок. Ошол мугалимдердин билимин өркүндөтүү борбору мамлекеттик болуп калганда монополия болуп калган да. Кааласа каалабас ошол жерге барат. Эгер биз аларды көбөйтүп, ошол жеке менчиктерди ачсак, ошол эле акча барат. Ошо мурунка бөлүнгөн эле акча барат да. Анан экинчиси, ваучер система киргенде акча финансы министринин түз мектепке барат. Ортомчулар жок болот. Ал ортодогу кетип аткан акча да жок болот да, эффекти көбөйөт. Анткени буга чейин айтып кеткенде эң көп акча билим берүү тармагына кетип атат, 40 миллиард. Бирок Кыргызстан билим берүү тармагы боюнча эл аралык рейтингтерде акыркы турат да. Ошон үчүн кошумча айтып кетип келет. Сизге де кошумча, урматтуу айымдар жана мырзалар. Биздеги эң чоң көйгөйдүн бириси, биз азыркы болгон акча менен элге билим берүү жаатын көтөрө албай атабыз. Біз башка акча сураган жокпуз, башка кошумча акча бер деген жокпуз. Мисалы, эмне үчүн биздин балдар сапаттай, же билимканадай, же башка Кембридж, Оксфорд сыяктуу жеке менчик мектептерде иштей албайбыз? Ушул шартта, ушундай эле шарттарда иштеп атабыз го. Элге билим мына сапаттын балдарын кандай гана немелерди алып атат? Мисалы, билимкананын балдары, башка балдар жеке менчик мектептердеги. Мына Анар эже азыр айтат го өзү Бишкектеги. 22 миллион доллар Бишкектеги чөнтөккө түшкөн акчанын баасы, директорлор бөлүп алган акчанын баасы 22 миллион доллар. Тигин ап кел, мунап кел, ант минт деп атып, чөнтөктө тегеренген акчанын баасы Бишкекте коррупционный деньги это 22 миллиона долларов. Это куда уходит? Директорам школ. 100 школ в Бишкеке. Один момент, если собрать с каждого директора по 500 сомов для праздника, это 5000 сомов с каждого директора, это 500 тысяч сомов. Только для праздника, для 1 мая, для 8 марта. Вы понимаете? 500 тысяч сомов. А какие на машинах они ездят? На каких домах живут? Уже бай болуп алган, бай, уже хам болуп алган мектептерде. Мен Бишкекте айтып атам. А региондогу директор школдор уже мал менен миллионер уже. Ну бар эмес, конечно. Даже бир мектепте Бишкекте мектептин бурчуна самсыкана ачып койгон, самсыкана. Уяласың просто. Анан мен килейген мэрдин күчү жетпей койду ошого. Понимаете, коррупция кандай тереңдешип кеткен. Руководитель аппарат, вице-мэрлер менен мэр болуп туруп ошого күчүм жетпей койгон. Ошон үчүн пришло время. Вот мына жерде отурган жарандарга рахмат. Муну бирдеме кылышыбыз керек да. Бул болбосочу президенттин азыркы жүргүзүп аткан саясаты деле эчтекеге жарабайт. Biz өнүкпөйбүз. Билим болбосо каяктан өнүгөбүз? Мына ошол жерден мына бареки образование, национальная безопасность очень хорошая тема. Вот вам всем, которые инициаторам, надо дать орден.